Исторические источники ничего не сообщают о дате рождения Хорезмши Тикеша, годы правления 1172-1200. Мы только предполагаем, что Тикеш родился в 1135-1136 годах, учитывая, что его отец Иль-Арслан родился в 1117-1118 годах и женился в возрасте 17-18 лет. В таком случае Тикеш взошел бы на трон Хорезмского царства в возрасте 37-38 лет. В Бухаре читалась проповедь от имени Тикеша, чеканились монеты. Тикеш был опытным дипломатом. Труд личного секретаря султана Мухаммада Багдади ат-Тавассул ат-Татар-Расул «Исследование активной переписки» является ценным источником в истории туркменской дипломатии. Султан Тикеш выступил против требования халифа аббасидов о полном владении наследием иракских сельджуков. Ему удалось привлечь к себе на службу кипчакские племена во главе с Алп-Гора. Чтобы укрепить свой союз с цыганами, он женился на тюркском письме дочери цыганского хана Джанкиши, она из племени Баэт-Джей. Он сопровождал тюркских женщин в Хорезм, переселяя тюркские племена, такие как Уран, Гарлык, Урак и Халах. Он пытался поддерживать дружеские отношения с султаном Корана Гиясиддином Аль-Бури. В своих письмах друг другу они называли его «братом». Эмир Нисы Имад-Дин Мухаммад также поддерживал Тикеша, когда это было необходимо. Мухаммад Джахан Палван 1175-1186 Иль-Денизли Атабеги современного Азербайджана был одним из соседних правителей, которые поддерживали дружеские отношения с Тикешем. 4 письма, написанные ему Хорезмшей, сохранились у Бахаудина Мухаммада Аль-Багдади, начальника дивана Тикеша. Из содержания этих писем, полных дружбы и доброты, видно, что Тикеш старается поддерживать дружеские отношения с Иль-Денизли Атабек. Он обращался к Атабегу как «мой благородный брат, брат Хумаюн». Посланник Атабека Салахиддин долгое время находился в Хорезме. 4 письма, написанные ему Хорезмшей, сохранились у Бахаудина Мухаммада Аль-Багдади, начальника дивана Тикеша. Из содержания этих писем, полных дружбы и доброты, видно, что Тикеш старается поддерживать дружеские отношения с Иль-Денизли Атабек. Он называл Атабега «моим благородным братом, брат Хумаюн». Посланник Атабека Салахиддин долгое время находился в Хорезме. 4 письма, написанные ему Хорезмшей, сохранились у Бахаудина Мухаммада Аль-Багдади, начальника дивана Тикеша. Из содержания этих писем, полных дружбы и доброты, видно, что Тикеш старается поддерживать дружеские отношения с Иль-Денизли Атабек. Он называл Атабега «моим благородным братом, брат Хумаюн». Посланник Атабека Салахиддин долгое время находился в Хорезме. Тикеш также подружился с Красным Львом 1186-1191, сыном Джахана Палвана. Хорезмша Тикеш 23 августа 1182 года отправил посла в Миночери, главу государства Ширваншахов в Азербайджане. Тикеш также смог временно объединиться со своими бывшими врагами, чтобы сразиться с некоторыми из своих противников. Когда султан Гиясиддин готовился к походу на Хорасан против Тикеша по просьбе халифа Багдада, Тикеш обратился к черным. Черная армия под командованием Тавинкуна в 1198 году перешла Амударью и пришла ей на помощь. Тикеш был великим полководцем. Тикеш, прекрасно разбирающийся в политической ситуации своего времени, объединил Мавераннахри и территорию иракско-аджамского государства. В тикешский период армия состояла из таких племен, как Халах, Гарлык, Уран и Урак, а также Канили-Кипчаки. Согласно средневековому автору Равинди, около 170 тысяч человек было зарегистрировано в армейских записях, датированных 1195 годом, во дворце султана Тикеша. По возвращении из Хорезма посол Эрбиля Музаффар ад-Дин Гакбари сообщил своему правителю, что Хорезмша имеет 350 тысяч солдат. По мнению средневековых авторов, Тикеш был султаном, справедливо относившимся к своим подданным. Он отличался острым умом. Говорят, что особое внимание Тикеш уделял музыке.
такую прекрасную музыку на музыкальном инструменте еще никто не играл. По словам историка Сибта ибн Джаузи Гизаглу, когда исмаилиты послали своих мертвецов убить Харизмшу, султан крикнул: «Я знаю тебя, спаси свою жизнь и беги». Он говорил. Услышав это, неодушевленный человек немедленно убежал. Но его схватила и расстреляла Харизмша. Дворец Тикеша был местом сбора ученых. Историк Ибн Исир сказал о нем: он был высокообразованным и хорошо сведущим правителем в различных областях науки. Он пользовался большим авторитетом и уважением среди своих подданных за свою справедливость, гуманность и благотворительность. Ватват, служивший отцу и отцу Тикеша, также был его начинающим секретарем. После Ватвата главой дивана дворца Тикеш был Бахаиддин Мухаммад аль-Багдади. Его сборник «Ат-Тавассул ат-Татарасул. Достижение написания официальных писем» показывает дипломатическую деятельность Тикеша. Поэты написали стихотворение в честь султана Тикеша, имама Завзы, Захируддина Тахира ибн Мухаммада аль-Фарьяби, Кемалиддина Исмаила, 1172-1237. Учителей и учителей, которые будут преподавать в престижных медресе Хорезмского государства, назначают сами султаны. Например, имама Бидриддини, который очень верил в дворец султана Тикеша, отправили преподавать в одну из крупных провинций. Фахриддин Рази, работавший под эгидой султана Тикеша, а затем его сына Мухаммада Шаха, завершил энциклопедию Джавами аль-Улум, сборник наук, собрание 57 гуманитарных, естественных, технических, теологических и других дисциплин, завершенных в 1179 году. Мы уже упоминали, что у Фахриддина Рази много книг по медицине. В Куни-Ургенче, к юго-западу от холма Кыркмула, есть здание, названное в честь султана Тикеша. Считается вторым величественным памятником, уцелевшим в архитектуре древнего Гургена до прихода монголов после памятника Иль-Арслану. По красоте его можно назвать единственным, неповторимым сооружением в Средней Азии.